Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона полка Башкортостан Павел Анатольевич Жуков. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, у вас очень ответственная должность. Ну как вот вы попали в разведывательное подразделение и дослужились до начальника разведки? Я работал в Внебиновской охране Роснефть. Пригласили в военкомат, предложили должность, я согласился. Ответственная должность. Вообще тяжело все-таки, начальник разведки? Ну как и везде, всем военнослужащим у нас работа такая. Павел Анатольевич, ну вот мы часто спрашивали у наших бойцов, у которых был опыт боевых действий в других локальных конфликтах, чем отличается специальная военная операция, если брать именно направление работы в разведке? Разведка по-другому выстраивается или есть что-то схожее? Да нет, в принципе, все как везде, у всех одинаково. Единственная сложность, то, что, допустим, где другие конфликты, это, как бы, можно сказать, локальные были. Сейчас это более расширенная спецоперация. У нас противник у нас серьезный. Но у нас военнослужащие крепкий духом. Никто не бросает своих, не сдается. Воюем. Но противник у нас это весь мир получается, Да, потому что это не только Украина. То есть мы фактически сейчас воюем против всего мира. Потому что они, весь Запад коллективно и Америка в первую очередь, снабжают самым современным оружием. Ну да, потому что сейчас все спонсируют Украину оружием, деньгами, наемниками. Но тем не менее, стойко держим позиции, и победа обязательно будет за нами. Да, конечно, победа будет за нами. Это точно. А приходится ли работать вблизи позиции противника? Ну или сейчас в этом плане у нас есть беспилотники? Есть беспилотники, и приходится вблизи работать позиции противника, так же, как вы сказали. Вот. Бывает по-разному. Много говорить, конечно, понимаете, нельзя. Ну да, у вас работа такая особенная, сильно о ней не поговоришь. Да. А по какому вообще принципу формируется личный состав разведки? Какие требования к кандидатам, которые хотят к вам попасть? Ну, в первую очередь, не только разведки, любое подразделение, и, скажем, гаубичный артиллерийский дивизион, где-то, я имею честь проходить непосредственно службу. Вот. И другие подразделения, мотострелковые батальоны, танковые батальоны у нас имеются. Вот. Значит, что я хочу сказать. В первую очередь подбирается по моральным деловым качествам, критериям. И физическая должна быть выносливость, и дисциплинированные бойцы должны быть. Как можно попасть в ваше подразделение? Тем, кто хочет попасть вот именно в полк Башкортостан в разведку. Пускай приходит в военкомат, можно центральный, можно региональный, и записаться добровольцем. Самое главное, чтобы были военнослужащие крепкие, здоровые, дисциплинированные и грамотные. В первую очередь должна быть грамотность. А по возрасту есть какие-то ограничения? Ну, по возрасту мне, допустим, сейчас 61 год. Ну, вы начальник разведки, а те, кто... Офицером запаса я был. Призвали, служу. Но в целом в разведку есть какие-то возрастные ограничения среди офицеров? Ну, естественно, конечно, есть. Желательно требуется, чтобы более человек был низкого возраста и более подготовлен, скажем так. Чтобы физические данные были нормальные. Ну, а верхняя планка по возрасту, допустим? Или нет такого? Такого нет. Ну, все зависит от человека, да, в первую очередь, потому что кто-то, может быть, и в 60 чувствует себя как будто в 40. Это поэтому... безусловно, да. Совершенно верно. Но разведка – это очень ответственно. Вот я лично сам служил в пехоте, вот, и я вот знаю то, что где разведчики начинают стрельбу, там уже начинается пехота. Там разведка заканчивается. Да. Большое спасибо за ответ. Ну, а прямо сейчас предлагаю посмотреть наш уже традиционный обзор новостей по СВО по городам и районам Башкортостана. Жители Башкортостана продолжают активно плести маскировочные сети. Так, в Туймазинском районе участницы клуба села Кандры сплели юбилейную 200-ю маскировочную сеть. Волонтеры работают больше года. За это время, помимо масс-сетей, они сшили более 70 пледов, 300 бандажей, 250 шапок-подшлемников, 240 подушек, почти 30 одеял, изготовили 250 окопных свечей. Все это отправлено на передовую и в госпитале Донбасса. Новую партию зимней маскировки в зону СВО отправили и жители Стерлитамака. Всего 144 сети или 864 квадратных метра.
Мастерские по плетению сетей развернулись практически во всех сельских поселениях Бакалинского района. Особую активность проявляют серебряные волонтеры. На новогодних праздниках они плели сети, готовили домашнюю лапшу, делали окопные свечи. В Ургазинском районе ветераны труда плетению масс-сетей посвящают все свободное время. Волонтеры знают, что их стараниями в зоне СВО наши бойцы смогут спрятать от противника окопы, блиндажи, спецтехнику. Мастерицы из Межгорья новогодние каникулы тоже провели за плетением маскировочных сетей и изготовлением специальных подушек в госпитале. В Кугарчинском районе мама участника СВО из деревни Худайбердина вместе со своим внуком за 2 дня изготовили 79 окопных свечей. А в Сибае волонтеры за 2 часа смогли сделать 47 окопных свечей. К ним приложили наборы из спичек, конфеты, обереги, записки с пожеланиями. Трогательное видео приходит с передовой от бойцов, которые благодарят за поддержку и особенно за детские письма. Сегодня получили письма от воспитанников 75-го детского сада Демского района города Уфы. Спасибо большое, наши маленькие патриоты, нашей большой России. Спасибо, что вы нас ждете, верьте, и мы вернемся с победой. В Калтасинском районе волонтеры клуба «Хозяюшки» продолжают готовить пряжу для вязания носков. А в Мелеузовском районе теплые носки для участников СВО вяжет бабушка Пелагея, которой 97 лет. В Ленинском районе Уфы воспитанники военно-патриотического клуба «Булат» очистили двор от снега пожилым родителям участника СВО. В Баймакском районе помощь семье мобилизованного участника СВО оказали студенты-волонтеры штаба имени Шеймуратова Зауральского агропромышленного колледжа. Они распилили дрова. По итогам 2023 года Почта России в зону проведения специальной военной операции доставила 160 тысяч писем и посылок. За это время жители Башкортостана отправили почтой в зону СВО почти 5000 посылок. Это проект «Своих не бросаем». Я напоминаю, что у нас в студии сегодня начальник разведки гаубичного артиллерийского дивизиона полка Башкортостан Павел Анатольевич Жуков. Павел Анатольевич, скажите, пожалуйста, а как у вас организована работа с семьями ваших бойцов? Есть прямой контакт или все-таки отрабатывают муниципалитеты? Бывает по-разному. И с правительством Башкирии по прямой линии мы можем общаться. Большую помощь нам оказывает военный советник главы республики Олег Фензирович Камалединов. Благодаря его помощи и личного участия семьи военнослужащих наших не нуждаются ни в чем. Он сам непосредственно провел у нас в подразделении довольно большой срок, несколько месяцев. Не выходил с подразделения, везде съездил с военнослужащими, встречался, общался с ними, он узнавал нужды, чем можно помочь. Ну, связывался с тылом, то есть все это оперативно доставлялось. Все оперативно вопрос решал. Ну да, несколько месяцев, и это вполне объяснимо, потому что полк-то большой, если до этого-то только батальоны уходили, сейчас целый полк, в составе которого и батальоны, и дивизии, и роты. Да, и танки, и БМП, и очень много личного состава, поэтому на всех нужно время, и поэтому по 3 месяца Олег Фензирович там проводит. А вообще, вот наши парни, так сказать, товарищи боевые мои, сейчас какой настрой? Боевой? Конечно, боевой. Но всего хватает там на передовой? Значит, когда мы въехали, был затруднение, конечно, с транспортом. Сейчас этот вопрос очень хорошо решается, благодаря поддержке, опять же, повторюсь, главы республики нашей, Башкортостана, и других лиц, которые, оказывается, приезжают к нам, интересуются, в чем нужды имеются. В частности, допустим, про Роснефть могу сказать следующее, что они где-то звонили, дозвонились, спрашивали, в чем необходимость помочь семье, лично там нам какую помощь гуманитарную оказать. Ну, я думаю, что по такому же принципу действуют и другие предприятия, чьи бойцы находятся на передовой. Да, но сейчас вся республика сплотилась, и тыл у нас слаженно работает, и на передовой парни, так сказать, каждый день рискуют своим здоровьем во благо нашего будущего и мирного неба. Совершенно верно. Вы сейчас находитесь в отпуске, и у нас тут суровая башкирская зима. У нас там, конечно, там теплее. Да, там же климат теплый, все-таки это уже... А вот вы говорите, у нас там теплее, это все-таки как родина уже, или все-таки как чужбина, как воспринимаете? Воспринимается там, что у нас уже, почему? Во-первых, это часть России, правильно? Да. Вот.
Народ в основном в своей массе, да, доброжелательный там. Ждали то же самое, вот с людьми общались. С нетерпением нас ждали, когда мы придем. То есть вот лично вот про себя могу сказать, мы когда заходили в зону боевых действий, особенно Луганская Народная Республика, бабушки встречали, то есть крестили нас и плакали, молились. Это, ну, очень даже могу сказать, следующие моменты такие были. Вот когда мы входили на территорию Украины, да, вот, ну теперь это Россия, часть России, да, вот, люди выходили, покупали воду, покушать уносили молоко. Последние были готовы отдать. Да, да. Но в целом большая часть населения настроена доброжелательно и помогает. Совершенно верно. Но вы им же, наверное, тоже какую-то посильную помощь оказываете? Конечно, если есть возможность помочь, потому что люди как бы сейчас пока там живут бедно, сухпаки свои даем. Тушенку раздаете? Тушенку, да, раздаем. На ПХД получаете и раздаете? Да, да, совершенно верно. Павел Анатольевич, ну, многие бойцы отмечали, что в условиях специальной военной операции, когда боевые действия – это в основном артобстрелы, очень важно умение быстро копать окопы. Легко это делать, тяжело это делать, земля мерзлая, или это вообще в разведчиков в меньшей степени касается? Ну, как у всех, можно сказать, одинаково. Вот, земля, там, не скажем так, чернозем, копается легко, почва песчаная, в отличие от Донецка. Это вот район Кременная, если я не ошибаюсь, да? Да, там почва очень хорошая. Там песчаная почва, как бы, все это копается легко. Да, но... Могу даже отметить такой момент, что война вот проходила уже там не первый раз проходит. Вот у меня ребята копали блиндаж, как мы только зашли. Нашли блиндаж Великой Отечественной войны, там печка еще стояла. Вот это да. Да. Обалдеть. А в окопах спите? Да, конечно. Часто приходится в окопах спать? Потому что мы знаем, что там бывает же там первые линии, да, бывает, что ребят выводят на краткосрочный отдых, и в домах они спят. Нет, в домах у нас стараются не спать. Опасно? Вот. Это, во-первых, и опасно, потому что постоянно обстрелы. В блиндаже все-таки как бы более защищенность имеется. Ну, конечно. В несколько накатов бревна более надежно перекрыть это. Лучше, конечно, 2 наката всегда. А что снится вам? Дом снится? Дом? Дом снится, да? Конечно. Семья, родные. А вы сейчас находитесь в отпуске. Какие планы на отпуск? Хочу съездить в Синегорье, покататься на лыжах. Здорово. Может быть, получится на рыбалку зимнюю съездить. Что ж, хорошего вам отпуска. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Ну а с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем». О том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.